проблема очень комплексная. И вот начинаешь тянуть одну нитку, и там выходит вообще столько всего, что конкретно, куда я пойду с этим гагаузским. А я понимаю их. Это как бы очень резонный вопрос. Они правильно это спрашивают. Только не надо рассматривать элементы культуры и элементы языка как обязательно способ заработка. Да, это прекрасно, когда ты знаешь какой-то язык, и ты на нем еще деньги можешь сделать. Но тогда можем ориентироваться на общетюркский, на турецкий язык. Пожалуйста, это открывается 80 огромные... миллионов только в Турции. Открываются огромные возможности, мосты экономические, культурные, социальные, да какие угодно. Если уж вопрос в этом. А если мы уйдем от вопроса того, что мы будем культуру обязательно мешать с Казанч, с заработком нашим, то хочу спросить у этих людей, ну, допустим, смотрите, выросли вы в своей семье, мама, папа у вас бедные, скажем, не богатые, да? Вы не доедаете даже порой с детства, но у вас соседи, трехэтажный дом, 8 машин. Что это значит? Что если я ребенок бедных детей, я должен пойти в трехэтажный дом к этому мужику и сказать: ты мой батя, а ты моя мама. Так получается. А у нас так и получается. Мы с гагаузским ничего не можем сделать. Ну, давайте поклоняться русской культуре и русскому языку. Браво. В чем прикол? Вы продаете собственный генофонд целый, можно сказать, и культурный фонд. Ради чего? Потому что вы говорите, что вы не сможете на гагаузском что сделать? Заработать? Это как? Во-первых, я едва ли представляю человека в Гагаузии, который будет говорить только на гагаузском. У нас языковой дуализм был, по-моему, всегда, начиная еще с Болгарии. Поэтому знать какой-то язык, на котором ты можешь зарабатывать, плюс знать свой родной, это как бы база.